Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality YouTube и на канале не включил, как обычно, забыл, на канале TikTok Аслан Арцуев. Время 20 часов 1 минута по Берлину, 21 час 1 минута по городу славному Джохару. Друзья, приветствую вас. Хамзат, Файтер, Мавидин, Буря, все я вас, друзья, приветствую. Я вас сердечно приветствую. Салам всем пришедшим, Асан рад видеть, взаимно, Файтер. Да, и заставка классная, мне тоже нравится. И я думаю, русские, которые захотят бежать из фашистской Русни, им тоже будет это интересно. Самуру алейксалам. Мокши, Маши, Дуорхшушадеша. Друзья, стрим сегодня на оккупантском языке, или как говорят украинские, на трофейном. На трофейном языке пообщаемся, чтобы нас все знали. Знаете, это очень удобно, когда вы знаете язык врага. Не только просто язык вы знаете, да, язык знать достаточно, в достаточной мере знать язык, достаточно понимать юмор на этом языке. А мы знаем еще скрепы этого имперского социума. Поэтому хорошо, когда вы знаете досконально своего противника, своего врага многовекового. Это очень хорошо. Так, комментарии я буду читать отсюда, чтобы не дотягиваться до туда. Все, друзья, приветствую. Вот смотрите, заходят люди, заходят. Вчера то же самое было в ТикТок, а цифра не прибавляется. Вот заходит тут сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А цифра уменьшается. Представьте. 3 всего показывает. Это в ТикТоке я сейчас смотрю. Вот каждый вот раз, еще одно. Вот Мустан зашел, алейксалам Мустан. Все заходят и я не знаю почему это. Может они просто листают и фиксируются. Я не могу понять. Не знаю. Ну да ладно. С ТикТоком тоже начали происходить. Кстати, разные такие непонятные вещи. YouTube канал у нас, видимо, снова занесен в серый бан. Вчера одновременно 12 человек, по-моему, или 9 человек, не помню сейчас точную цифру, отписались. И вот так каждый день. Так они 1-2 добавляются и отписываются, добавляются и отписываются. Это чтобы, видимо, YouTube не заметил. А тут вчера я только зашел, было 36, потом стало то ли 25 или 22, я не помню сейчас цифру. Ну вот что такое произошло, резко причем. Это говорит о том, что нам мешают, в отличие от других. Я вновь и вновь вам об этом говорю, не потому что вам надоедать этим, а для того, чтобы вы понимали суть, понимаете? Когда меня не будет, вам некому будет это все рассказывать. Точнее, кто-то обязательно появится, конечно, но пока я есть, я вам должен это рассказать. Если вы мешаете фашистской Русни, то вам отключают свет, вас атакуют DOS-атаками ваш стрим, вас запрещают на территории фашистской России. Например, вот вчера, позавчера, да, когда было в среду, 6, да, у нас 6 было в среду, позавчера, День независимости Ичкерии. Президиум правительства в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, Муслима Мадиева, командира батальона имени Джохара Дудаева в Украине, вели стрим, и я туда был приглашен. И пока я тут разговаривал с вами, потом я увидел, что мне пришло приглашение, начал заходить. И так Аяд говорит, я тебя увидел, а потом у Аяда выключился свет. Вот и все. Ну, совпадение, конечно же, может быть, может там во Франции не очень хорошее электричество, еще что-то. Но вот именно 6 сентября, именно когда проводили они прямой эфир, происходят вот такие вещи. То же самое вы можете наблюдать на нашем канале. то наши зрители постоянно. А рядом или какое-нибудь что-нибудь такое важное
все обязательно DOS-атака. Еще обратите внимание, когда происходят какие-то важные события, в Украине, то в Европе, неважно, в Чеченской республике, Ичкерия. И это очень важно, и мой анализ этому, и мой прогноз или попытка разбора ситуации сразу же вызывает молниеносную реакцию. Я нисколько не преувеличиваю, может быть показаться, что я немножко там преувеличиваю, там, значимость свою как-то поднять пытаюсь. Абсолютно не так. Наоборот, я некоторые вещи пытаюсь вообще не говорить, чтобы вы меня не слишком подозрительным не обозвали. Да? И вот происходят такие вещи. Это говорит о том, что усиленно пытаются мешать говорить нам правду. Всем остальным не мешают ее говорить. Обратите на это внимание. Обратите. Дело не в том, что мы хорошо говорим или грамотно, цепляясь там в словах или там гладко. Дело в том, что о чем мы говорим. И самое главное, насколько мы независимы. Наши враги говорят иногда намного патриотичнее, громче, чем мы. Иногда. Но суть того, что они говорят, абсолютно лживо, лицемерно. Но суть того, что они говорят, в том, чтобы войти в доверие, а потом нас обмануть. Потому что они не настоящие, они симулякры. Они имитируют деятельность. К большому сожалению, это так. Это со временем вы поймете это все. Если на российском канале о вас говорят, если российский канал вас раскручивает, даже в плохом свете, если они о вас говорят, то есть над чем задуматься. Есть над чем задуматься, потому что на российском канале не говорят. Несмотря на то, что мы так много говорим, так часто проводим стримы, несмотря на это, вы заметили полный игнор. Максимум, что они могут сказать, что я работаю на ФСБ. Это мой канал запрещается на территории фашистской России. Это меня DOS атакуют. Это всячески пытаются нам мешать. И я работаю на них, получается. А вот те, кто на них не работает и распускает эти слухи, их каналы не запрещаются. Ну, Марка Фейгина давайте возьмем. Миллионный с чем-то канал. Другие, третьи, то те же Курочкиных возьмем. Да? Очень простецкая такая семеечка. И абсолютно не запрещают их. Почему нет? Почему нет, если такие вещи говорят? Какие вещи говорят. Кажется, да? Поэтому не верьте словам, верьте делам. Верьте, что они делают, а не то, что говорят. Так, друзья. Война, алейкум ассалам. Я всех вас сердечно приветствую и расскажу вам сегодня о потерях фашистов в Украине от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ориентировочные потери противника. 640 уничтожено за прошедшие сутки. Итого цифра достигла 267 540. 23 танка за сутки, 23 боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 29 БПЛА, 47 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника. Слава, слава, слава тебе, ЗСУ! Слава тебе, Украина! Молодцы! Так держать. Так держать. Так держать. Так, Абдаллах спортсмен, да он. Германия, Киев, должен поддержать ЮА. Абдаллах, я руководитель правозащитной организации. Если ты мне напишешь о своей проблеме и твои права нарушены, конечно же, я тебе помогу, как любому, кто обратится за помощью. Что в моих силах? Я не всесилен, я не адвокат, я консультант, я правозащитник, я могу написать документы, я могу посоветовать, что делать. И, конечно же, любой чеченец, кто не связан с фашистской русней, кто является противником, идеологическим противником фашистской русни,
тот на законных основаниях имеет право получить здесь, в Европе, статус беженца. Это я могу вам 100% гарантировать. И в Германии в том числе, Абдалла. Так что мой телефон есть под каждым видео на YouTube канале. И, по-моему, в ТикТоке я его тоже записал. И там тоже есть. Так, единственная одна проблема, есть закон Дублинский. Дублинский закон. Так называемый Дублин. Это закон о вступлении ноги на первую землю Евросоюза. И в случае, если вы где-то сдаете отпечатки пальцев, например, в Хорватии, в Польше или еще где-либо в первой стране Евросоюза, вас обязаны по закону вернуть туда. С учетом сложившейся обстановки в Украине, в Германии, с учетом того, что здесь очень много сейчас приехало украинских беженцев и кое-какие экономические трудности, то с большой вероятностью вас вернут в Хорватию. Но это надо заниматься, это нужно большой объем работы, это нужно брать вам адвоката, нужно, если есть медицинские основания, если у вас здесь есть родственники, которые могут о вас позаботиться, помочь вам, ну и так далее, и так далее. Короче, Бог балбу, но все делается, дорогу осилит идущие. Прокомментирую, но ID-карта Курочкины. Я не знаю, что такое, что за карта это, я не знаю. Я не смотрел, не наблюдал. Так, Ириум Истаюн. Я, может, неправильно читаю, скорее всего, неправильно. Приветствую вас, ва алейкум ассалам. Про новую карту, ID-карточки. Я не знаю. Кто такие Курочкины? Курочкины — это провокаторы российские. Они никакого отношения к чеченскому обществу не имеют. Они мерзко, подло, лицемерно через меня попробовали войти в чеченское информационное пространство. Меня попробовали склонять, предлагали мне олигархов, финансирование. У меня все это записано, все эти разговоры, которые я с ними вел. Это люди, которые являются абсолютно пророссийскими людьми. Никакого отношения, абсолютно лживые. То она грузинка, это Инна, потом она русская, теперь она украинка. Что хочет, говорят. Абсолютно лживые. Никакого отношения ни Ахмед Закаев, ни Курочкины не имеют ни к чеченским ID-картам, ни к чеченским паспортам. Это абсолютно незаконно все, что они делают. Они являются преступниками, потому что они это делают незаконно. Никаких там наград, медалей, грамот, я не знаю, ID-карт они не имеют права давать. У нас есть законная власть. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, куда ходят 15 человек, самых уважаемых людей. Двое из них, Аят Идигов и Алла Дудаева, вам известны. Остальных я вам называть не буду, я знаю не всех. Вот как-то так, друзья. Поэтому, как-то так, друзья, да. Где умирать дешево? Уруюм, где умирать дешево? Я не понял. Они рекламируют карты ичкерийского гражданства, но я назову карту Курочкирийский. Курочкирийский. Да, это не их, конечно. Они-то только говорят об этом. Они ноль без палочки. Они рекламируют то, что им дают российские спецслужбы. Вот кто им дает это все. Вот любой ценой там нужно, бабки опять будут собирать. Да ладно. Так называемый ичкерийский паспорт абсолютно неправильно, неграмотно сделан. У нас пятиконечные звезды на гербу, на гербе. Они написали девятиконечные. Не может человек так ошибаться. Это сделано умышленно, чтобы нас адаптировать к этой
размывчатой вот этой реальности, чтобы мы уже привыкли к девятиконечным звездам, потом еще много чего делается для того, чтобы исказить реальные наши атрибуты нашей государственности, которые на самом деле имеют свою законную основу, правовую основу. А вот эти девятиконечные ничего не имеют. Да? Береги себя, дорогой брат. Я люблю вас как старшего брата ради Аллаха. Спасибо, дорогой Иреим Истаин. Напиши, пожалуйста, свое имя по-русски, чтобы я его мог правильно выговорить. Извиняюсь, конечно. Так, Дион, пойдемте дальше. Довели. У вас я... Лабас Вакарас. Лабас Вакарас. Так, героям слава свободочки. Да, Мулат. God bless America. Слава Украине, свободочки. Амин. Основное мне больно, что пройдут годы, и наши граждане привыкнут к тому, что подают к столу, как и многие. Буря? Нет, конечно. Нет, конечно. Если вы слышали вчера вот видео, которое я у себя в разделе сообщества выложил с канала Аяда Идигова, где выступает вдова первого президента Алла Дудаева. И она там говорит, что это все обманчиво. Это как она сказала, гладь воды, что ли. И при хорошем ветре изменится все. И то, что изменится все, нам показали похороны Юсупаджи Тимирханова, что изменится все. Мы все помним. И ничего никогда не забываем. Так что этим и есть это есть наша сила, понимаете? Что мы четко держимся за истину, за правду. Именно поэтому используют нас при помощи религии. Потому что мы привержены справедливости и истине. Без ложной скромности могу сказать. Я вот у чеченцев ярко выраженно это замечал. Я общаюсь со всеми людьми на этой земле. Но вот у чеченцев самого, я не знаю, обыкновенного, самого необразованного, простого чеченца, скажем так, это ярко выраженная такая черта характера. Он хочет справедливости, он хочет истины. И вот эта фальшь, лицемерие не терпит он никак. Не терпит. Такое ярко выражено у него это все. И мы не можем стать все. Если мы сдадимся, мы пропали. Все, не будет больше чеченской нации. Понимаете? А мы не можем пропасть. Мы просто не имеем права. Алияр. Очень приятно, Алияр. Спасибо тебе за теплые слова. Аслан, победа близка. Украина, свобода солнца зайдет с стороны Бердянска или Мелитополя. Я 100% уверен. Да, Мула, Мустан. Да, Мула. Твои уста да Богу в уши саундух. Да, Мула. Да, Хозилк адвицек. Сегу качам гулилк або что думан. Валейк салам, Умар. Так, поехали дальше. Героям славы, все будет. Да, Мула. Нужно поменять русский язык на английский на Кавказе. Однозначно и 100%. 100% мы полностью должны перейти на английский язык. Русский язык навязан нам кавказцам язык. Уже давно пора от него избавляться. Абсолютно, абсолютно. Международный язык сегодня самый востребованный язык. Язык технологий, язык знаний. Передовой язык это английский язык. И мы, конечно же, все должны перейти на английский язык. Однозначно. Асан, ты как кость в горле угибни. К сожалению, наверное, да, или к счастью, да, это так. Это так. Я знаю, и меня они, опять же, без ложной скромности могу сказать, что врагом номер один называют. Врагом номер один тут в Европе. Ну, есть, конечно, еще много врагов, но я имею в виду информационным врагом, да. Ну, ничего, да. Может, нам нужно по возможности показывать по теле и по телефону, показывать все факты, что творили над нашим народом. Конечно, нужно, Буря. Например, у тебя есть возможность создать канал YouTube и выкладывать все эти видео. Вырезать куски, находить в этом. Вы, ребят, понимаете, что вся
работа, которую вы ведете, она никуда не пропадет, не исчезнет, она принесет пользу. Но мы должны работать. Самое главное, нужно пахать. Днем и ночью пахать, 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 и тогда будет результат. Так, если бы это было легко, мы бы уже давно добились бы результата. Понимаете? Очень все сложно. Очень все. Но ветер перемен дует в наши паруса. Изменения в нашу пользу сейчас происходят. И с каждым днем, с каждым, просто просыпаетесь, чеченцы, и понимаете, что на один день Россия стала слабее, а вы стали сильнее. Каждое утро просыпаетесь этой мыслью. Засыпая, думаете, вот я завтра проснусь, 8 часов свои посплю, а Россия уже на 8 часов ослабнет. А мы станем сильнее. И мы дойдем вот так. Разрыв был слишком большой, и вот мы дойдем до точки, когда мы станем равными, а потом мы станем сильнее. Навеки вечные, да, Мула. Работина под контролем, слава Украине, героям слава, Мустан. Да, я знаю, работина наш, да. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, маша оэль, тамерлан. Поэтому пытаются твой канал закрыть. Да, вчера, кстати, еду, делаю стрим в ТикТок, и ночью, и мне пишет кто-то, ты едешь, наверное, стучать куда-то, да? Это у них любимая привычка. Что я стучу на них. На самом деле я борюсь, как юрист, как правозащитник, я борюсь, соответственно, правовыми методами с российской агентурой здесь. Ни один чеченец, ни один любой другой человек, кто не работает на фашистскую русню, от меня не пострадал, не только сейчас, никогда не страдал, не пострадает никогда. А если пострадает, я готов нести всю ответственность перед таким чеченцем. И все, кого я здесь прижал, кого вынудил, да, заползти под корягу, хотя они в этом не признаются и с лютой ненавистью меня ненавидят, ни один из них не может прийти мне и сказать, я не связан с русней. Потому что они все связаны с русней. И вот он мне пишет, это у них такая мулька запускается, что я агент ФСБ и я что на всех стучу. Почему-то я, как вы видите, доступен в ТикТок, в YouTube, мой телефон, номер, мой WhatsApp днем и ночью звонит просто. Мне постоянно люди звонят, особенно как я дал вот это объявление, там помоги, в этом помоги, то сделай, все сделай. И никто мне не жалуется, что я на него там что-то сделал и так далее. Если я на кого-то сделал что-то, правильно, немцы за это его не убьют и не посадят, и не расстреляют, и не повесят его. Если он скажет, Аслан, зачем ты на меня возвел напраслину, зачем ты оболгал меня? И наоборот, он придет и скажет, приведет всю полицию Гамбурга и рядом с ними станет и будет мне это все говорить, потому что это, ну, как бы я незаконно оболгал человека, да, если бы такое было. Но нет таких людей. Ну вот вчера еду, у меня идет стрим в ТикТок ночью, и мне он звонит, и мне пишет, едешь куда-то, доносить куда-то, и через буквально секунды мне приходит сообщение, жалоба, за то, что я во время движения пользуюсь телефоном, хотя он у меня стоит, я его не трогал. И таким вот образом сами на меня жалуются. Ишь буклаш, да, это, друзья. Поэтому все нормально, все хорошо, так хорошо, как никогда не было, да, Мула. Дерез хуйлон, нейм, дерез хуйлон. Аж сон луш был, тишам бац, нейм. Аз дел чау йокшун, аси булу бугер ма бац. Шун чуаса дол, что саэгал чуавулш. Да, Мула. Да, Мула. Да, Мула. Йок ответственность юар, сун үш ответственность яцер. Но тагана, тиди анар, $20 $1. Валлахи, я хасхичи, я даум дочи, я киса гукш дочи, деш мадат шунар. Дел анхиетамц. Дел киетисва дукуумнах. Атфаиз башани, греушани, юхи вал, валарца ульш, дел асца ульш, дел анхиетамц. Сун милу дел хагайта.
и дерсо керрек. Водавид фашистский руснер, да, аке бенюк и чукосвел, да, с разгону, да, аке бенюк и чукузай был, бенюк и чуки их нирсо, цу бенюк и со дел агитам, халавальшун, дел мула, шун цаумантя, вой гулкантя хартдек, су святой вуй, су бодек дючуйца бошунас, су святой вачун бодек дючуйк, али ти ма аллаш со, но охтя, ашун цаумантя, ашун хартдек дицай, وقوما زيغين دولهم دي تاحي دا قيلو القصون دا جوجات اواق والقصوا اشون تحن دينا تحن من وطن سي قوما خارت سيك شتاوما دا آلت اجوغا بوشن سو تا святой правильный изи вожи бог датшун со шу самне гушун шу масарил хуже вегушун да но ох ты авай хартик дитишец слишком много на кон поставлено слишком много заплачено за этот путь чтобы وي ليدا قليدر ذات وي وقليدر ذات ميسكنا اتوبير وا ان شاء الله دا وغانا اي اوقس سينا واشكا سيغما سيغا دو دايش سوخ ميسك چو دي مسارة ميسك ميلو چو السم دير سو دو دايش قسم شغر همتا ويش قسم دا مولا اش دو دي چانه سمو ودقز دخومنز ستريم غاسكي ماتايلا دخومنز يا والله شو دعنا شيء أجداش دول دار دوخش دول أورتني كلر والموسو خزاخيل دولهم شيء شادقة سونداجة إيه بيقيتة تقيش سو ميش حق ولا أي سولي لنا ميش نيس ولا تقول إيش تاع دال إيش تاع كلر واحد دات ديل أخيتمت الله мудрый Бог видит немножко, дарится, ну да ладно, поехали. Они не банят каналы засланных казачков, не запрещают в России. Совершенно верно. Если не так, то нам будет трудно молодежь убить, что они находятся в театре. Нет, это будет не трудно, друзья. Абсолютно не трудно будет. Вы увидите, что это будет очень легко. Очень легко. Надо, чтобы Америка, Соединенные Штаты Америки признали наш президиум. Все. И 90% проблем все решатся. Все поймут. Знаете, когда был Джохар Дудаев, почему вы думаете, была оппозиция? Почему были люди, которые там ругались на Дудаева? Не потому, что они были противниками своей независимости, свободы и так далее. Они или там не чеченцы в душе, или работали на КГБ, там, ГРУ. Нет. Они находились в плену пропаганды, как сейчас против нас ведется эта пропаганда. Вы видите, насколько мощно она ведется. Они также находились в плену пропаганды. И когда 26 ноября русские террористы напали на наш город Джохар, и мы разбили, наши бойцы разбили вот этих оккупантов, на которых сверху сидели чеченоговорящие, а внутри сидели боевики, российские боевики, Кантемировская, там, какая там у них еще другая дивизия. И мы достали из танков наши, показали по телевизору и сказали, вот смотрите, кто на нас напал. И тогда чеченцы поняли, кто на самом деле прав. До тех пор были чеченцы, с нашего Катарюшта я знаю чеченца, не знаю, живой он или нет, который попал в эти сети и поехал, ну там подзаработать, ну Дудаев ведь на русских работает, да и эти на русских там, ну ничего, я там автомат заработаю, там чуть-чуть денег возьму. Вот с такой целью некоторые туда шли. Если бы они знали, что Дудаев на самом деле на защите чеченского народа, там 90% туда не пошли бы ни за какие деньги. Просто закладывается информация, и он за русских, и он за русских, он бандит, этот бандит. Вот так все перемешивается, и ты думаешь, да все они одним миром мазаны. Так это специально делают. Я сам так думал. Я сам доводился этой пропагандой до такой степени, что я уже думал там, ну не за Дудаева, но за некоторых там я мог сказать, наверное, они заодно. Потому что Дудаеву я верил. Да? А вот бывали, что про какого-то пропаганда ведется, ты думаешь, цаш барющем, потому что ты уже не можешь переварить эту информацию. Здесь тебе уверенно доказывают, что он работает на них и так далее.
И вот получилось так, что как только мы вытащили из танков вот этих русских террористов, боевиков, выяснилось, что реально против Дудаева, значит, воюют русские танкисты. Ага, значит, наш-то Дудаев, оказывается. И тогда началась поддержка Джохара Дудаева. Понимаете? И вот эта сила оппозиции, так называемая, это предатели. Вот сейчас у нас вроде бы как сейчас оппозиция нарисовывается, да? Тоже за власть, там какие-то там люди ведут какую-то деятельность, да, там активно. И вроде кажется, ну они же так, ну он там, например, там Идигов там не так ведет работу, а смотрите, как Закаев ведет работу. И кажется, ну они же оба за наше дело. Просто Закаев ведет ее, как бы вроде бы кажется, что лучше. Там Курочкины хорошие ролики снимают, там еще там чего-то, третье, десятое. А на самом деле это все обман. Как это был обман против Дудаева. И вот когда американцы, это единственный, кто нам может в этой ситуации помочь, признают наш президиум, нашу законную власть, украинцы, американцы, первое, конечно же, это американцы. Все чеченцы поймут, все поймут. Ага, вот здесь, потому что американцы точно не будут за русских, скажут чеченцы. Если же американцы, там, например, признают какого-нибудь Кадырова, вот тогда американцам не поверят. А вот если признают Идигова, тогда сразу все станет на свои места. Это будет такой, как 26 ноября, такой будет начало, старт всему этому будет. Такая разделительная полоса это будет. Ладно, друзья, давайте пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Так. Так, что у нас? Какой здесь ложный вброс? Валейкум ассалам. Так, ночью вам, молодежь, надо задействовать дела, чтобы занимались компьютерной поддержкой ресурсов, таких как канал Аслана. Пусть создают видеоролики на чеченском языке для людей, которые разбираются в компьютерах. Пусть ваши молодые люди занимаются реальными делами. В этом процессе они сами разберутся и увидят правду. Совершенно верно, Файтер. Единственная проблема, что чеченцы дезориентированы. Чеченцы дезориентированы. Молодежь, она вот в этом и вот ведется эта работа. Они хотят нас запутать, чтобы ты не знал, за кого быть. Салам алейкум, алейкум салам, всех я вас приветствую. По-твоему, российские курочки работают на российских олигархов? Да, давайте не будем этих Курочкины, это никто, чтобы мы их обсуждали. Илон Маск саботировал атаку украинских надводных дронов, выключив им интернет. Да, Макал, я слышал, но вот пишут, что это ложный сброс российских СМИ. Украинские СМИ опровергли это. Наши норвежские СМИ тоже писали бы, якобы ссылались на то, что Маск ответил, что Starlink не для ведения военных действий. Ну, вполне может быть, что Маск такой эксцентричный человек, что может он такое выбросить. Аллах рейс, Аллах рейс. Украинцы в знак благодарности облили грязью за какой-то пост в интернете. Илона Маска украинцы в знак благодарности облили грязью за какой-то пост. Массово облили, включая политику. Ну вот Маск протроллил неблагодарно, у него хорошее чувство юмора. Файтер, но Маска могли облить не украинцы. Мы же тут не знаем, кто есть кто, правильно? Там сколько троллей сидят. Да и в самой Украине есть абсолютно антиукраинские элементы. Абсолютно. Салам всем свободным людям. Салам асам. Салам, Эд, витаю тебя, дорогой.
Операция «Джихад» 96-го, победа Ичкерии, 750 чеченцев против 12 тысяч русских оккупантов. Самур, если быть точнее, было, как говорят, 855 бойцов вошло в начале, и внутри уже Грозного поддержали простые люди и так далее. И в этот момент в Грозном находилось не 12 тысяч, а более 45 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Там вроде бы какая антидудаевская оппозиция была. Вот в том-то и дело, Самур, не было никакой антидудаевской оппозиции. Вот сейчас, смотрите, зародилась, уже как бы засветилась группа, театральная труппа Ахмеда Закаева. И там есть люди, которые обмануты, которые реально думают, что Ахмед Закаев занимается прочеченскими какими-то делами, а не своими личными. Есть люди, которым плевать, какими делами Ахмед занимается. Главное, чтобы Кадырова убрать, и они могли поехать домой и занять какой-то пост. И будут они в составе России или нет, это не важно им. Но при этом они не работают на Россию. Есть третья категория, которые работают на Россию. А может еще какая-то, может есть категория, какую я сейчас упускаю из вида. Так вот, сейчас может представиться так, что они будут называть себя оппозицией. Ну какая это оппозиция? Оппозиция, если это внутри ичкерийского общества мы работаем. Да? А если вы работаете на врага, то это не оппозиция. Это, по-моему, в Уголовном кодексе по-другому квалифицируется. Поэтому не было никогда такой антидудаевской оппозиции. Это были коллаборанты и предатели в 92-94 году. И это те же самые, которые сейчас вокруг Ахмеда Закаева собрались. Вот эта старая заугаевская вот эта мафия, КГБшная, ГРУшная. Вот она сейчас вокруг Закаева собирается с новой силой. Вот они будут представлять Аяду Идигову, нашему президиуму правительства, будут представлять оппозицию. И некоторые будут верить, будут говорить, да, это оппозиция. Просто Аяд там, он там это, ну придумает, что сказать там. Вот там деньги украл, запись гуляет. Да? Масхадов сказал, что он там деньги украл. Во-первых, она обрезана. Во-вторых, Аяд Идигов никогда не имел отношения к деньгам. В-третьих, либо эта запись полностью подделана, либо она изменена. И она вышла после смерти Аслана Масхадова. Либо она полностью подделана, либо Аслан Масхадов был дезинформирован. Так как Аяд Идигов не имел никакого отношения. Те люди, которые выложили эту запись и распускали эти слухи, эти люди были найдены здесь, в Европе. Они написали покаянное письмо, что они неправы были, что их вынудили объяснительно. Это письмо тоже имеется. Но, например, это как аргумент будут использовать, я говорю там, например, да, будут говорить, вот, Масхадов уже сказал, но сам факт того, что Масхадов, потом Абдулхалим Садулаев после Масхадова, потом Докка Умаров, никогда не отменяли полномочий Аяда Идигова здесь в Европе. Два человека единственных, которые нас здесь могли представлять, это Аяд Идигов и Ильяс Ахмадов. Два человека официально могли нас представлять здесь. Все. Все остальные не представляют никакой власти здесь, нашей законной реальной власти. Понимаете? И вот они будут вот таким образом раскручивать, говорить, ну вот смотрите там, Ахмед Закаев что это сделал, а вот Аяд Идигов там, он замешан в этом. И это абсолютная ложь. Как то, что я работаю на ФСБ или еще что-то они там распускают. Ложь, ложь и еще раз ложь. И причем сейчас усиленно начали про меня говорить. Усиленно. Раньше они так запускали и так далее. Если вы кто-то, кто так говорит, реально у вас есть какие-то факты, дайте мне их. Я готов пройти на полиграфе, я готов пройти на детекторе лжи, любую экспертизу. Я готов ответить на любой вопрос вам. Дайте мне эту информацию, дайте факты. Или заткнитесь, или скажите, я говорю это. Вот у меня факты, и я говорю, что ты такой-то, такой-то. Скажите. Нету у вас фактов, понимаете? Вы просто балаболы, лжецы и обманщики. Вот и все.
А вы поддерживаете Украину? Слава Украине! Зависает, да? Ну что-то, значит, у нас ТикТок начал мутить, короче, тоже, видимо. Добрались до него. Так, Асан, как ты думаешь, когда в Ичкерии будет военная база США? Эх, это ты мой дорогой. С того момента, когда нас признают Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций, не пройдет года, как американская база, военная натовская база будет находиться на территории Чеченской Республики Ичкерия. И мы заключим военный союз, военный союз, как, например, Япония, или сейчас как Украина, может быть, заключит, или как Израиль, мы заключим такой военный союз. И я думаю, что, дай Бог, в этом году Украина добьет эту гадину, в этом году нас признает, и в следующем году мы с тобой будем, ты как спецагент по Кавказу, у нас на Кавказе, в Чечении, мы с тобой будем ездить на наш хлам, на Хаммере. И, ну, если потом я денег заработаю, я когда-нибудь это оставлю и начну зарабатывать деньги, потому что уже пора. И куплю себе вертолет небольшой, и мы с тобой будем летать с города Джохара на наш хлам, кушать шашлыки, пролетая над американской базой. Да, мола. Я искренне хочу, чтобы вы вернулись в Грозно. Спасибо, Лесик, героям слава. Да, мула. Кстати, он недорогой, этот вертолет. Я уже присматриваюсь, может, Так, это есть он, когда рука самого опасного гнусного оказывается, то есть секретное оружие. Так, это о чем мы тут? Справедливчик. Так, это не мне. Алейксалам. Военная база США будет в Ичкерии, когда Ичкерия не будет русской военной базы. Двум домохозяйкам в одной кухне не место. Да, только Россия это не домохозяйка, а фашняды. В основном украинские политики из МИД участвовали в обливании Илона Маска грязью, посылали его вслед за русским кораблем. На весь мир это происходило. И ни один военный не вступился за него. Ни один. Печально, да. Так, этим коллаборантам, предателям было все равно на республике народ, так как они хотели посидеть на каких-то постах при помощи русских. Самур, то же самое сейчас хотят делать, то же самое, абсолютно никакой разницы в этом нет. То же самое, люди, которые позиционируют себя защитниками Ичкерии, там, поборниками там, морали, нашего суверенитета и так далее, они не могут не знать этого, они не могут не разобраться, не могут не посмотреть наши эфиры, не могут не слышать, в конце концов, что мы говорим. И еще то, что я вам говорю вот здесь, там, про там, окружение Закаева, там, это, третье, десятое, это только верхушка айсберга. Я говорю то, что мои друзья, мои товарищи между собой активно говорят, вот многим рассказывают с фактами, с доказательствами, с именами, с паролями, явками, как говорится. И нет, это людей не смущает, продолжает. Значит, мы делаем вывод, их устраивает это все. Фиксируйте и запоминайте. Но Каламар Керчармадуй, Закаев, Патханна даст поддержать, Вирмавати Западу. Ху ациглач дала аху хасия бойрма буйша аберша аху эрду цер аху эрду керчен чулда аю уже когда шадега уже хитдел чулда хушам иштамадуй хитдел чулда аху эрду Я тоже вернусь на родину в Грозный, построю синагогу на Московской улице. Договорились, серые? Договорились? Да, мула, все будет Ичкерия. Да, мула, война. Асан, замути голосовое в Твиттере. Интересно было бы вживую собраться. Макал, а сейчас мы не вживую?
Так. Справедливый человек. Ну, видел. Да, видел. 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 В Сумах была атака, как известно. 2 человека получили ранения в результате атаки оккупантов. По предварительной информации разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено более 20 домов и 8 автомобилей. Под обломками находились 2 человека, мужчина и женщина. Вот такие вот, друзья, дела в Украине пока продолжаются. Так. 3 дня назад был такой дед Олесь, помните, блогер? Он болел, и 3 дня назад пришла весть, что он умер. Мои искренние соболезнования родным и близким. Жаль, конечно, очень умный был мужчина. И вот хочу, пользуясь сейчас случаем, выразить соболезнования. Так. Ну и вчера был удар по Ростову. Если вы знаете, Ростов привык не спать, утром просто перестает становиться веселее. Да. Ну, вы, наверное, тоже слышали эту новость. Был удар по Ростову. Опять неизвестные летательные аппараты бьют по Ростову. Как-то так, друзья. Так, да, с Боровым понятно. Боровой боевик. Боровой отныне теперь боевик. Военная база в Ичкерии просто необходима, как Ичкерии, так же и США. А вертолет — это хорошая идея. Меня возьмешь пилотом, правда, пенсионера. Пилотом, ну, если у тебя есть права, Бош, да, разрешу сесть за руль. А так, извини, Бош, да, я буду пилотом. Ну, мы с тобой на Хаммере поедем спокойно. Будет супер просто. И, конечно же, военная база Ичкерии просто необходима. Нам она жизненно необходима. Весь Кавказ будет поддерживать Соединенные Штаты Америки и англосаксонскую цивилизацию. И мы будем двигаться в этом направлении. И для этого нам нужно сделать крепкую армию, современное вооружение. И это наступит новая эпоха. Мне даже не верится, если честно, что вот неужели вот это, ну как бы я уже это четко представляю, знаешь, есть такое понятие, как визуализация. И у меня это очень четко происходит. Если я что-то, например, себе представлю, я его с деталями представляю, и оно обязательно случается. Вплоть даже, знаешь, со школы, когда шел, 2 получил, я приду домой, мне там отец там поругает, или там угол поставит. 100%. Вот и что мне в голову пришло, вот что со мной происходило. И я в детстве, когда шел домой, я отгонял эту мысль от себя. Не поставят в угол, его дома нет, там что-нибудь пытался искусственно что-то себе в голове, чтобы в углу не стоять или там ремнем не получить. Хотя ремнем особо не бывало, но иногда и такое доставалось. Да. И вот то, что я себе представлял, это всегда случалось. И я уже доходил до мысли, что я уже понимал, что если я сейчас представил, что на меня будут ругаться сейчас, все, значит, будут ругаться. Я придумывал что-то. Папа уехал куда-то, папы нет дома. Да. Но это не срабатывало. Если ты насильный, ну, искусственно. А если ты что-то представляешь. Так вот, я представляю, что на всем Северном Кавказе, на всем Кавказе северное, не будем делить на северный, южный, на всем Кавказе
будет безграничное пространство, без границ. Мы все будем, все наши соседи, мы все будем жить без границ, как здесь в Евросоюзе. Мы будем сосуществовать. У нас будет самая мощная армия, база Соединенных Штатов Америки у нас там будет находиться. Будет самая-самая крутая республика. И знаешь, я уже это, я не знаю, осязаю, что ли. Я как будто, я считаю, что это уже произошло. И в это не верится мне. Неужели вот эти мысли, они сами мне, вот эти картины появляются у меня? Я, может, уже того. Но у меня эти картины, когда появляются, я ощущаю, что неужели это все произойдет? Вот они сами приходят, эти мысли. А если они сами приходят, я уже привык. Я же чисто интуитивный человек. Я полагаюсь на интуицию и думаю мало. Ну, шучу, иногда думаю, да. Как-то так. Поэтому обязательно будет. Все будет супер. Каждый чеченец будет иметь право носить оружие. Будет обязательная служба в армии, как в Израиле. Этот пример просто шикарен, идеален. Для нас он просто, особенно в ближайшие годы, он нам просто необходим. Мы должны стать самыми сильными, самыми богатыми и самыми образованными. Дал мула, так и будет. Дал мула. Дал мула. Конечно, было бы неплохо с базой американцев, но мне интересно, что будет при изменении президента Байдена. Думаю, что будут страшные изменения. И нас, чеченцы, украинцы, и нас, украинцев, все. Буря, возможно все. Конечно же, возможно все. И если мои какие-то визуализации там у меня в голове появляются, это тоже не всегда это должно быть 100% правдой, что это должно произойти. Может произойти то, что там, например, американцы скажут: да ну вас, чечены, да, будем-ка мы с азербайджанцами там, или там с армянами, и пристегнем-ка мы вас Азербайджану, например, чеченцев, или там Грузии пристегнем, или еще что-то сделаем. Этим мы не согласны, нас никому пристегивать не надо, но мы постгеноцидный народ. То, что сила, мощь, которая есть, нужно быть объективным и честным, она у нас, оставляет желать лучшего. Так плохо у нас давно не было. Но мы выкручиваемся из ситуации, что становится так хорошо, как уже казалось, что уже не будет так хорошо. Да, мула, все будет отлично, да, мула. Так, нам нужен союз Кавказских республик: Ичкерия, Дагестан, Ингушетия, Грузия, Осетия, Кабарда, Качаэра. Абсолютно, 100%. Мы кавказская нация. Здесь в Европе живут абсолютно разные народы. От славян, от германцев, от англосаксов. Все просто живут. И они находят общий язык. Всю жизнь воевали между собой. Столько друг с другом, ужас, что друг с другу там нанесли сколько вреда. Только вот 70-80 лет назад во Вторую мировую что было сделано. Живут без границ, уважают, договариваются. А мы, кавказская нация, не воевавшие друг с другом, конечно, мы будем жить. Будем жить и созидать. Обязательно. Да, мула. Конечно же мы будем. Проносить оружие, обязать службу, я не согласен. Но справедливый человек, это, конечно, несправедливо, может, да, что ты не согласен. Это твое мнение, ты имеешь право на него. Но дело в том, что оружие может быть только у свободного человека. И у чеченцев оно должно быть обязательно. Пускай нас не примут в Евросоюз, пускай что угодно будет. Но я хочу, чтобы у каждого чеченца на законных основаниях, чтобы он не был наркоманом, алкоголиком, психически больным, справки, все без коррупции, все как положено. Это тоже очень жестко нужно будет контролировать. У каждого чеченца, совершеннолетнего, дееспособного, должно быть оружие.
Я это просто убежден. Я правозащитник, я против насилия, против смертной казни. Но я убежден, что только лишь оружие позволит чеченцу ощущать, быть свободным, тем, кем он всегда был. Это одно из условий, обязательно условий. У каждого чеченца должно быть оружие. У каждого. В этом я убежден строго. Асан, пожалуйста, объясняй нашим людям, почему это необходимо. Военная база США. Главное, без фашистской Российской Федерации. 400 лет сопротивления. При США наконец-то весь Кавказ вдохнет свободно и будет очень быстро развиваться. Абсолютно я с тобой согласен. Совершенно верно. Тоже так же, что и по поводу полиграфа, и по поводу военной базы. Любые чеченцы, которые представляют чеченцев, будут себя представлять. Я буду настаивать на том, что прошли полиграф. Чтобы прошли тест на психофизиологическую экспертизу. На детекторе лжи. Все должны проходить. Точно так же военная база нам необходима для защиты и развития. Если у нас будет, представь, если у нас будет военная база на территории, никто не полезет к нам воевать. Турки, русские, иранцы к нам воевать не полезут. Это раз. Тем более мы будем хорошо вооружены тем же американским, натовским оружием. И будем готовы защищать. Это во-первых. А во-вторых, пойдут со всего мира инвестиции. Потому что там деньги будут в надежности. Все будут туристы приезжать. И это будет не маленькая Чечня, это будет весь Кавказ. С выходом на Каспийское, на Черное море. И там будет вот стоять, короче, мощный он. Это будет очень круто. Есть люди, которые, ты что там, ты забираешь там от русских, хотя хочешь там под американцев туда, чеченцев засунуть и так далее, и так далее. Это абсолютно ошибочно, ложное опасение, абсолютно никак это не имеет отношения, наоборот. Это союзник будет, союзник, самая сильная страна в мире, самая справедливая страна в мире. Страна, которая так же, как и чеченцы, боролась за свою свободу от английской короны, освободилась от нее. И сейчас дружит, все отлично, полный вперед, но Америка это круто, Дион, и мы будем в этом направлении двигаться, да, мула. Представьте, пожалуйста, что в Грузии тоже была военная база USA. Андро Картелли, обязательно, с грузинами мы вместе будем, грузины. Вы от нас никуда не денетесь. Мы навеки вместе. Я с большим уважением отношусь к грузинскому народу, к грузинской культуре, к грузинской истории. Поэтому, конечно, навеки вместе. И представлю, что база в Грузии у вас тоже будет. Но даже если будет достаточно у нас в Ичкерии, если она будет. Да, этого будет достаточно. Весь Кавказ будет под полным контролем. Привет, Джуис. Привет. Валексалам ТТ Машвой. Ну, давайте еще немножко комментариев. Ну и деда Олеся была как бы практика летчика военного, кого бомбил, не знаю, но друзей таких знал, наверное, к чеченцам он неоднозначно относился, замечал за им это такое. Я не замечал, Шамиль, спасибо, что напомнил, но его книга, как говорится, закрылась. Теперь ему отвечать перед Богом за все, что он сделал или говорил, поэтому, ну да ладно. Мы, кавказцы, носили оружие при себе для защиты чести, потому когда нас Российская империя аннексировала, запретили это. Нет, знаешь, Самур, когда Российская империя нас оккупировала и потом уже присоединила к себе, аннексировала, они нам разрешили носить наши кинжалы. Это было одним из условий. Нас с каждого двора бралась по 3 рубля, по-моему, данью обкладывались, но оружие, кинжалы носить разрешалось. Коммунисты нам запретили полностью носить оружие. Причем они нам обещали, что они больше прав нам дадут, чем бы дал царь, русский царь. А эти еще хуже сделали, чем при царе было. Поэтому какая бы власть в России не пришла, самая хорошая, передовая, как на тот период были большевики, добра и хорошего нам от них ждать не приходится. Процветание, благоденство,
на земле Кавказа наступит, если туда придут американцы. Вот если они придут и нам помогут в этом. Финансами, силой, своими знаниями. Вот тогда да, тогда наступит и благоденствие, и процветание, и все будет отлично. И так и будет, да, Аль-Мулла. Да, Аль-Мулла. Основная Россия после Украины вряд ли оклемается, и вряд ли она будет самостоятельной. Наверняка она будет под контролем США так, что ни на кого она больше не нападет. Ну, справедливый человек. Знаешь, есть такой эксперт Пол Глобал, советолог, русолог, очень хорошо разбирается в вот этой всей системе. Он сказал очень хорошую фразу, что Россия будет соблюдать международное право, когда в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. Россию нужно разделить, чтобы она соблюдала международное право. Живут же англичане, там, американцы, кто там, австралийцы и другие третьи, кто говорят на английском языке, разделенные и не парятся по этому поводу. Им это не сколько. Арабы живут тоже разделенные на много государств, не парятся. Ну, русские поживут, тем более это не одна нация, а много разных национальностей русские. Поэтому я думаю, поживут они. Ну, не знаю, насколько это нужно американцам, какие у них там планы, там у американцев, у англичан, этого я не знаю, конечно. Это я бы хотел бы так, а то, что как будет, как они решат, так и будет так. Поэтому в этом плане от нас мало что зависит. Но мне вообще не интересно, сильная будет Россия или слабая. Я за то, чтобы она была слабой. Но даже если она будет там слабая, мне не интересно, что там происходит. Мне надо, чтобы на моем Кавказе, в моей Чеченской республике Ичкерия, была безопасность. 100 лет, чтобы на моем Кавказе, в моей Чеченской республике Ичкерия, не было войны. Моя задача, моя мечта, и я знаю, что это осуществится. Да, Мулла. Когда придут англо-американцы, то американцы придут. Американцы. Как-то так я это вижу. Наш российский, Каспийский, наш Кавказ от Каспийского моря до Черного моря регион стратегически важный. Природа шикарна. Нам есть на чем поднимать экономику. Нам нужно влияние США. Совершенно верно. У нас есть полезные ископаемые. У нас есть моря. У нас есть, ну, все просто. Просто туристический рай у нас, если мы сделаем. Просто будет шикарно просто. Да, Аль-Мулла. Анекдот про службу всех армий Израиля. У израильтяне спрашивают, страшно, наверное, когда жена стреляет не хуже тебя? Нет, не страшно. А вот то, что теща собирает автомат быстрее, это страшно. У нас, наверное, тоже такие анекдоты появятся, файтер. Справедливый человек, так. Да, точно, коммунисты запретили. Мы, Кавказ, от коммунистов пострадали, обрусили намного больше, чем при Российской империи. Ну, в принципе, Самур, от коммунизма коммунисты просто добили нас полностью. Но я скажу, что и Российская империя нас, ну, 100 тысяч нас оставалось. После Большой Кавказской войны, так называемой русско-кавказской войны, на самом деле, или русско-чеченской войны, нас 100 тысяч, 10% оставалось от всего числа, когда мы вступали в войну и так далее. Поэтому, к большому сожалению, нам разницы нет от них, кто там приходит. Россия, забор, минные поля, ров с крокодилами, все, вот, вышки каждые 50 метров, с лазерными пушками современными. Вот как-то так-то. Ну, или если у нас будет база американцев, то можно подумать и о чем-то еще более интересном. Ну, посмотрим. Не будем сейчас слишком много мечтать. Посмотрим. Интересное совпадение. 175 миллионов, что прокомментируй. Совершенно верно, Мустан. Позавчера, именно указав 6 сентября, а вы знаете, что вам нужно слушать, вообще всем, кто хочет знать правду, слушать канал Реалити и Голос Америки.
и все у вас будет отлично. Так вот, у «Голоса Америки» позавчера, 6 сентября, вышла новость такая. И написано: 6 сентября Америка выделяет Украине помощь 175 миллионов долларов. Представьте, колоссальные деньги. И именно пишут 6 сентября. Вот эти намеки, они часто делаются. И кто, ну, я, конечно, не утверждаю, что это на День независимости Чеченской Республики выделено 175 миллионов, и что они нам выделены, что потом в Украине признают наш президиум, там, ну, это если фантазии развивать, я не имею никакой инсайдерской информации, друзья, но если развивать это дальше, то, например, Украина признает наш президиум, открываем посольство. Я хочу здесь, чтобы у нас в Германии было посольство ичкерийское в обязательном порядке, и в Украине. И вот, например, 175 миллионов, а Россия нам должна $1 триллион. Триллион. Ну, надо будет, вот я думаю, что может быть именно вот совпадение, как говорил Киселев, да? Не думаю. Да, все будет Ичкерия. Щек, там это улиш, ща дик душин. Так. Краснодарский край тоже возьмете под свое крыло. Краснодарский край, так называемый Красный Дар, который русские, вырезав Убыхов, Шапсугов, многих черкесские народы, не буду их называть племенами, малочисленные народы, которые там проживали, завоевали. Это адыгская земля, это наша кавказская земля, и она должна полностью возвращена адыгам, полностью, для восстановления справедливости, исторической справедливости. Патриот Украины, однозначно, да. Что за вопрос такой? Слава Украине, да. Конечно, да. Россия хоть имперская, хоть коммунистическая, хоть федеративная, ну, демократическая, Самур, якобы демократическая. Кавказцы ничего хорошего не получили. Одну войну, массовые убийства, нищебродство, коррупция, диктатура, ущемление прав. Абсолютно. Все плохое перечисляет. Не давали ни себе жить, ни нам. Вот что дает Россия всем, куда она приходит. Да. Ни себе, ни людям, как говорится. Да. Если говорить про мечты, то моя мечта, чтобы Россию разделили на нацрегионы абсолютно независимо как друг от друга, так и от Москвы. Краснодарский край — это вообще Черкесия до 1864 года. Да я не знаю до какого там года, но это Краснодарский край — это чисто черкесская адыгская земля, и она должна быть их навеки вечная. Да. Сейчас на земле черкесов русские, армяне, черкесы живут в мире и дружбе. Да. Черкесы, я не знаю, в мире или дружбе живут. Но давай посмотрим, кто управляет этими землями. Кто является главами этих земель. Насколько черкесы себя чувствуют, себя хозяевами на своей земле. Конечно же, если там живут русские, армяне, да, они не виноваты в том, что их отцы вырезали до последнего черкеса, но, наверное, какую-то дань, может, памятники стоят убитым черкесам, может быть, вот тот геноцид, который осознали потомки от тех, кто творил над ними этот геноцид, там, армяне, русские извиняются, может, какую-то компенсацию выплачивают. Он не слышал ничего подобного. Так вот, так, если ты посмотришь, что в Чечне тоже живут, и даже вон пехота есть, а что это значит? Это ни о чем не говорит. А казаков с всего Кавказа прогнать Дон, пускай создают там казацкую республику. За Дон, да? Ну ладно, база будет, дело времени, а в Грузии будет 10-й военный флот США. Ай да дала, Эд. Дал мула.
База будет. Да, ладно. Так, Эд, ты вот этот вопрос задавал Табаху, когда будет база в Ичкерии, американская база. Скажи, пожалуйста, а когда ты думаешь, когда будет база, да? А ну-ка, тебе вопрос такой. Когда будет база? Как ты думаешь, то есть, когда наша Ичкерия будет независимой и свободной? Из-за этой России и Кавказские республики считают самыми отсталыми РФ. Там нет промышленности, безработицы, коррупции, даже нормальной питьевой воды нет для населения. Конечно, Самур, ничего нет. Наши языки исчезают, понимаешь? Языки просто, мы как нация, этнос исчезаем. Нет языка, нет этноса. Ассаламу алейкум, Баурым, Казахстан. Ва алейкум салам. Аллах, Казахстан, Саламандра. Так. Спер, чел, ты что хочешь, депортация людей неповинных действий их власти? Да, совершенно верно, Шамиль. Смотрите, все, кто живет на Кавказе, казаки это, русские это или армяне, их никто не смеет, не имеет права депортировать и так далее, и так далее, и так далее. Юрисдикция переходит под там черкесскую, адыгскую, кавказскую, чеченскую и так далее. Все, кто на законных основаниях там проживает, те должны проживать дальше. Никто не имеет права ущемлять. Если они захотят уехать, они должны продать свое жилье, встать и уехать. Если они не хотят остаться, они должны стать теми же полноценными гражданами, как любой чеченец, любой дагестанец, любой черкес, любой ингуш. Не имеет значения, армянин ты, папуас ты, там, я не знаю, вообще не имеющий отношения ни к Кавказу, ни к России, ни к Армении, там, человека, если он проживает, у него есть все права, и это мы обязаны защищать. Или же мы становимся такой же фашистской русней, понимаете? Это строгое правило должно быть, никого нельзя ни депортировать, ни изгонять, ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Просто юрисдикция будет кавказская. Будет Кавказский дом. Кавказский дом будет. Я вам хотел бы прочитать несколько высказываний, которые мне понравились. Уинстона Черчилля. «Если вы идете сквозь ад, идите, не останавливайтесь», сказал он. «У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал. Любой кризис – это новые возможности. Умный человек не делает сам все ошибки, он дает шанс и другим. Лучший аргумент против демократии, кстати говоря, 5-минутная беседа со средним избирателем. Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а не по ветру. Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения. Когда орлы молчат, болтают попугаи. Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть раз, отравлен ею навсегда. На протяжении своей жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой великий шанс. К несчастью, большинство из нас просто поднимается, отряхивается и идет дальше, как будто ничего и не произошло. Не желайте здоровья и богатства, желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы. Ложь успевает обойти полмира, пока правда одевает штаны. Ну и так далее, друзья. Аслан, натовская база 57 США уже 20 лет учит наш язык, а тут русский не в курсе, наверное. Соцакиты. Мустан, соцакит. Соцакита. Ва алейкум салам, Айсан. Дик удал бухастам. Хаму. Легче управлять нацией, чем воспитывать 4 детей. Да, с юмором был, с юмором.
Дал Бугаста. Цель парламента – заменить кулачные бои словесными. Когда двое дерутся, выигрывает третье. Если убить убийцу, количество убийц не изменится. Пессимист видит трудность в каждой возможности, оптимист видит возможность в каждой трудности. Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете швырять камни в каждую лающую собаку. Даже самого ослепительного света не бывает без тени. Я оптимист, не вижу особой пользы. Не вижу особой пользы быть чем-то еще. Ну и так далее, и так далее. Алейкум ассалам, Киев, Лек, витаю тебя. Американская 57-я база, Цойойзо. Цойойсу Мичерёйс. В США уже 20 лет учит наш язык. Наш язык. А, ты хочешь сказать, 57-я база уже 20 лет учит чеченский язык? Без вожака остались волки. Лесик, не совсем так, я тебе скажу. Вожак есть, и не один, их 15. Понимаешь, там целый совет есть. Мега мозгов, где он, опытных. Это наш президиум правительства. Альхамдулиллах, слава Богу, что он у нас есть. Я очень счастлив. Я спокоен за наше дело. Абсолютно. Оно в надежных руках, друзья. И я искал тех, кому я сюда приехал. 8 лет назад, когда я выезжал в Европу, я нашел тех, к кому я приехал. Тех людей, которые стоят на защите нашего государства и интересов чеченского народа. Поэтому все нормально, парни, идем. Так. Пусть это тикток из говорящий про дружбу черкесов и русские расскажут, что черкесам в Израиле или в Иордании потомки спасшись от русского геноцида. Хотел посмотреть на ответ черкесов. Это файтер Израиля. Говорит, европейцы пришли в Америку, построили государство номер 1. Русские пришли на Кавказ, ничего нам хорошего не принесли, кроме войны и деградации. Да. Если русские националисты хотят сохранить свою идентичность, то у них есть два пути. Либо отпустить национальную республику, либо этнические чистки. Я бы выбрал первый вариант. Ну, конечно, а как иначе? Конечно. Русские, Россия будет нападать, аннексировать. Про казаков спросил человек, написал так, что потом вырезать это с твоего эфира, как будто это ты сказал. Да, Шамиль, ну, есть такие моменты здесь, происходят такие. Что у меня тут еще пищит здесь, не могу понять. Есть такие моменты, такие вещи происходят. Шамиль, хорошо, что ты обращаешь на такие вещи внимание. Такие вещи происходят. Часто они вырезают из контекста, что я говорю. И потом распространяют в своих там телеграм-каналах, 3-10, там, что я там про религию сказал, про это сказал, про то сказал. И такие вещи, да, есть такое. Саламаш, Дума Саргадели, Саламаш, Шалхуйль. Так. Ну что это такое? Не могу понять. Ну всплыви где-нибудь, я тебя отключу сразу же, Деон. Ну да ладно. Регулярные учения НАТО проводятся в Грузии. Также время от времени непосредственно американские войска прибывают и проводят свою подготовку в наших горных местах. Но база это другое дело. Конечно, база это совсем другое дело. Согласен, для нашего региона достаточно одной военной базы в Чечении. Да, Андро, совершенно верно, да. Сум царь высох пищать ящика. Ну ладно. Так, я, конечно, что пишу, что Кавказ самих нет, где место русских полным. Твой телефон тонет, наверное. Как только Ичкерия примут закон о полиграфии.
как только в Ичкерии примут. Ты имеешь в виду, база будет у нас? Это. Когда... Отлично. Закон о полиграфии, я тебе гарантирую это. Пока во мне будет биться мое сердце, я буду настаивать на этом полиграфе. Настаивать. Настаивать. Всем всегда. Я достану их всех. Но я добьюсь того, чтобы всех проверили на полиграфе. Здесь, знаешь, уже такие чуваки, что не одна-два лица у них, а 10-15 лиц у них. Это такие многоликие янусы или как их там. Поэтому обязательно. А ты технично съехал с вопроса, Эд. Такой раз, когда только... И так как только в Ичкерии примут закон о полиграфии. Примут, это я тебе гарантирую. Да, Алмула. Что вы думаете про русский национализм? Можно ли это назвать национализмом или нацизмом? Как вы думаете, а все ли русские националисты имперцы? Вот самое интересное, Николас, то, что русский национализм каким-то образом он переплетается с империализмом. Да, при всем при этом как-то у них это, они умудряются, да, быть националистами и одновременно имперцами. Да. Он argumentierst als uurtje, да. Скайп, что ли? Ну ладно. Поэтому национализм, ну смотрите, русский национализм по большей части, да, это нацизм, это чистой воды русизм, как его называл Джохар Дудаев, и ничто иное. Поэтому, да, это такая особая форма человека ненавистнической идеологии, самой жестокой, самой подлой, которая существует. Это правда. Военная база русских в Чечне распространяется на весь Кавказ. Да, именно так. Вчера и Машу Ойла. Русский национализм переплетается совсем подряд. Русский национализм превращается в империализм, потому что империя часть истории и генетики русского народа. Да, скрепа он. И у вас есть до конца так. Гордон Элек Хазарян насчет, что Запад сказал Украине, мы все вам дадим, кроме ядерной. Ага. Я говорю про база, не вольноты люди нашей база. Уже 20 лет готов на 100%. Соцсети, секрет чудовать, я ж моваться, моила. Я говорю про базу, не вольноте люди нашей базы уже 20 лет готовят. Гордон Элек Хазарян насчет, что Запад оказал Украине, мы все вам дадим, кроме ядерной. Цахайзар. Мы Бориса в Украине, я уверен, что вы будете свободны. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Лесик. Спасибо. Дякую. И у вас есть до конца года времени. Я думаю, ядерное дадут, если нужно будет Украине. Украине дадут все, ей проиграть не дадут. Да, мукла. Дай Бог, никогда Украина не проиграет. Дай Бог, дай сил. Желаю вам удачи в ваших мечтах. Приеду в гости, как только будет база. Договорились, Вольф? Давай, приезжай, идем. Так, друзья, мы почти 1,5 часа в эфире. Я еще с вами побуду 5 минут и... С вашего позволения откланяюсь. Кстати говоря, напоминаю, что летчик, который переведет Украине МиГ-31 с ракетным кинжалом на борту,
Украина заплатит $2 миллиона и документы любой страны НАТО на выбор для всей семьи. Подумайте о будущем пилоты и о будущих их детей. Друзья, $2 миллиона, пилотчики, вы, конечно, самые мне ненавистные товарищи, но для того, чтобы вы больше никого не убивали, у вас есть шанс. Если вы МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на борту, переезжайте, $2 миллиона на счет, легально 2 миллиона, в любую страну НАТО. Представь. Мустам. Потому что нам вместе интересно, понимаешь? Вот поэтому время пролетело. Добрый вам вечер из Греции. Нино, Гамарджоба Генецваля, или Генецваля это не к девушке. Нино, приветствую тебя. Приветствую. Гамарджоба. Агимарджос. Очень важно при этой новой ID кредитной карты, народ не знает истинной цели, они собирают информацию. Да, Мустан, совершенно верно, именно этим они занимаются. Именно это 100% дополнительно. Да. Всех сторонников забирают, плюс там бабки собирают. И потом показывать, миру показывать, смотрите, у нас тут загранпаспорта есть. Мы там это, смотрите, нас люди поддерживают. Ацарям хитрство. Цалилештегам аяц маалар стримчо отрабатывают, да, что Бога бешбуешь. Хальюхит налилаш бац царяч отец волксо. Вот это что же предательство? Если она завуалирована, это не значит, что это не предательство. Вот что мне непонятно. Трудно это понять. Ведь все изменится сейчас. Все изменится. И что тогда будут делать? Как будто ни в чем не бывало говорить, ну да, мы на задании были. Вот так будут, я не знаю. Вы знаете грузинский? Нет, но, к сожалению, нет. Я очень много общался, дружил с грузинами. И, немножко нахватался словечек. У меня был друг грузин, который по-русски очень плохо говорил, практически не говорил. И мы с ним очень хорошо дружили. И нам как-то приходилось общаться, да. Хороший парень был. Закаев раскручивает ТикТок и сразу предлагает карточку. Мы знаем, но важно народ предупредить. Будем предупреждать. Вот сейчас мы предупреждаем. Вы вырезаете куски то, что я говорю, и выкладывайте дальше. Потому что весь стрим-то не смотрят. Там 4-5 тысяч человек смотрят стрим в среднем. И все моменты вы, в общем-то, знаете. И все это хорошо. Главный костяк нас здесь собрался, думающих, и все нормально. Но разные вещи вы можете вырезать и распространяйте. А то, знаете, распространяют гадость про меня какую-то. Вот они ее вырезают. Там, вот демократы тут якобы демократы начали про меня писать. Я им говорю, уберите видео, не убирают. Я заставил убрать. Да. Гадости, а хорошего, там, полезного, никто не вырезает, не занимается распространением. Надо работать. Само собой ничего не произойдет, друзья. Я лучше говорю на русском, чем пишу. Ясно. Но у меня тоже. Это все советское образование.
после 92 года перестала разговаривать на русском языке. Ну, я на русском не перестал разговаривать, но я вам скажу, что скоро все изменится. Так, извините, просто интересно, с женой и детьми вы на каком языке говорите? Бавонятка. На личные вопросы не отвечаю, боже. Во время русско-турецкой войны 19 века против турецких войск выступали до 120 тысяч человек, а против нас содержалось более 400 тысяч солдат и офицеров. Дачерей именно так и было. Басаев, по-моему, называл 460 тысяч, по-моему. 1000, 2000 такая цифра была. У меня есть это видео здесь, где он это говорит. Но язык врага должны знать. Да, язык врага надо знать. Чили, какая именно русско-турецкая война? Так, последний. Что случилось с другом грузином? Ничего не случилось, Бавонятка. Мы просто уже давно не общались. Давно. Это было студенческие годы. Ничего не случилось. Я надеюсь, он жив и здоров. Он был моложе меня на год, по-моему, на 2. Поэтому я думаю, должен быть жив. Хотя был такой хулиган, что... Где он? Спасибо, Илона, спасибо. Хулиган не то слово, не но. Ой, такой страшный хулиган был. Мы учились на юридическом, и он к нам в общежитие приходил. И он не юрист был, он по-русски плохо говорил. Ну, вообще он почти он не учился в русской школе. И он хотел как-то воды. И первый раз, когда мы только познакомились, он приходит, говорит, ваточки, водички, это значит. Я ему, ваты тебе, что порезал, ранен ты, что случилось? Он постоянно в драках каких-то, он мог 3 часа ночи тебе в дверь постучать, подраться, короче. Ваточки. Я говорю, какой ваточки, что тебе, не могу понять. Ну, говорит, ваточки, попить ваточки. Вот мы с него смеялись. Он ночью подрался, и на него напали за то, что он кавказец. Он шел, он там по-русски плохо говорит, и докопались до него. 4, по-моему. И там рядом стройка была. И он такой шустрый парень был, ну, с 4 не справлялся, короче. Ну, они его начали лупить, и тут вагончик стоит, а в вагончике сидели, бабушка, сторож жила. Она выскочила, взяла лом, и этих 4 разогнала, короче. А он весь побитый, весь такой помятый. И она к нему, короче, сынок, что с тобой, вставай. А он-то по-русски не говорит, там ей что-то начал объяснять, там, по-грузински, по-русски, да. Ах, ты черт не русский, говорит, и ломом. Он оттуда от него убежал. Ну, вот такие вот вещи были. Это он потом на грузинском рассказывал, и его родственник нам переводил, что он там говорил. Вот так я немножко. Я раньше хорошо говорил. Ну, так, получше понимал, говорил по-грузински. Да. Если где-то здесь тоже так, значит грузины. Да, валейкум салам, война, машо. Гела его звали, Гела. Так. Комментарии куда-то деваются. Да, Светлана? Ну, комментарии, я не знаю, вот тут в чате или нет, но под видео комментарии исчезают, друзья. Атака на канал возобновилась. Мы пару недель успели, несколько, там, 1000, по-моему, у нас подписчиков, или несколько сот там успело добавиться. И все. И опять теперь отписывают, опять комментарий пропадает. Опять я вижу, что написан комментарий, захожу и не могу увидеть этот комментарий. Вот как странные вещи у нас тут происходят на нашем канале.
Да, поэтому бабушка вообще, говорит, мощная была. Она разогнала этих 4, он рассказывал, а потом узнала, что он не русский, и чуть его не убила. Да, бабка там такая была, с ломом, да. Как в этом эсере не учились на русском? Да, не учились. Вот он не учился, он был на год меня младше, может быть, на 2. И он не учился в русской школе. Это было в Грузии. Скажи, Нино, было такое? Возможно ведь такое было? Потому что это, ну, он вообще не говорил. Если он в школу ходил бы, учил бы на русском, он бы говорил бы. Потом он научился как-то изъясняться, а потом вообще вначале плохо говорил. Сегодня в Чечне молодежь на чеченском или на русском разговаривает. По-разному. Не может быть, говорит Нино. Нино, я не знаю, он не говорил. Они говорили, что он учился в грузинской школе, а его двоюродный брат, ну не двоюродный брат, его, ну короче, там замужем сестра за брата, там вот такая тема была, он учился на русском, а этот не учился. Но он не говорил вообще. Не то, что вообще вот ваточка, ваточки он мог сказать. Ну да ладно. Так, Самур, ну то анекдот, а тут реальная история была. Светлана, нормальный комментарий никуда не влазит. Нет, Амзат, она не про это говорит. Не про эти комментарии, которые вы здесь удаляете. Когда вы удаляете, видно, что удалил такой-то, например, пишется. Если я удаляю, видно, что я удалил. Если ты удаляешь, видно, что ты удалил. Под видео комментарии исчезают. Это давно эта болезнь была, она прошла и сейчас снова возобновилась. А это людей отпугивает. Ну, не то, что отпугивает, отторгает. Ты пишешь комментарий, комментарий пропал. А если комментарий к видео не пишут, значит видео не интересно людям, не обсуждают. И YouTube задвигает и куда-то в серый бан задвигает. Вот тогда, когда вот Гарри Табаха канал, помните, вот этот шум был, когда Вашингтон Пост сообщил, что СБУ, ФСБ передавала СБУ, СБУ передавала ФБР данные о блогерах, которые там противоукраинские и так далее. И тогда наш канал тоже раз и освободился. Нас, видимо, тоже как антиукраинских они занесли. Ну вот работа ведется, я хочу сказать. Всячески они ведут против нас работу. Поэтому недолго как бы они нам дали. Потому что если они нас оставят и нам дадут равные шансы, ту правду, которую мы говорим, она интересна и нужна всем. И они ее боятся, эти фашисты. Поэтому они будут всячески нам мешать. В каждой шутке, в каждом анекдоте есть доля правды. Ну да, Самур, это верно. Друзья, я на этом закончу свой стрим. Давайте больше писать комментарии. Баонетка, да, это важно. Вы знаете, что делаете? Вы заходите и общайтесь между собой. Тот, кто не находится в фашистской России и во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Общайтесь, задавайте вопросы, обсуждайте тему там, и так далее. Не только со мной, а друг с другом. Понимаете? И тогда это интересно. И самое еще очень тоже важно для YouTube. Вы должны ссылку на этот стрим распространять в WhatsApp, в Telegram, там, ну, где вы есть, Facebook, Twitter, YouTube, ну, где вы только возможно, распространяйте. И когда вы распространяете ссылку на наше видео, YouTube показывает, что это видео людям интересно. Они распространяют его, хотят другим показать. А вы сами посмотрели, сделали вывод и все, и не распространяете, комментарии не пишите и лайки не ставите. И поэтому как бы показывают, что это неинтересно. Да? Ну, да ладно, да. Что есть, то есть. В принципе, достаточно того, что и так есть. Но было бы хорошо, если бы побольше было бы. Ну, да ладно. Асана, сегодня, если ты не загнал Курочкину за это делать, чтобы ты не загнал Курочкину, не догнал за Курочкину за Каеву. Да, это делается так, чтобы не стало это известным. Знаете, когда ваш канал, у вас там много просмотров, много подписчиков там и так далее, вам никто не мешает развиваться, тогда
разные информационные ресурсы, журналисты, они вас зовут, потому что они тоже гонятся за этим хайпом, за то, чтобы больше просмотров было. И раскрученного они к себе зовут. И вот таким образом они вот так друг друга раскручивают. А вот тот, кто не появился, не поднялся, его задвигают, чтобы сделать его маргиналом, чтобы он показать неинтересно. А мы не можем стать маргиналами. Мы говорим правду, только правду и ничего кроме правды, несмотря ни на что. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Адикёль маш оль. Господи, благослови Америку. Бюзде валёль массейра.